Новое радио. Все только начинается. Новое радио. Ну все, народ, всем привет, всем еще раз доброе утро. У нас тут в студии очень крутая атмосфера, потому что студия наполнилась неимоверным просто числом талантов, которыми так богата наша страна родная. А все по какому поводу? По замечательному поводу, что у нас в городе уже второй раз будет проходить замечательная музыкальная премия Боба, и у нас сегодня в гостях замечательная, очаровательная, моя любимая Амаль Ханум. Здравствуйте. Здравствуйте, Милена, здравствуйте, Умет, здравствуйте, наши слушатели. Я очень рада, что впервые на вашем таком молодежном радио выступаю, и хочу вас поблагодарить, и я очень надеюсь, что наше сотрудничество с вашим радио Культурного центра Бахтера будет продолжаться долгие годы, потому что, как вы видите, мы всегда находим молодежь, молодые таланты, а у вас радио для молодежи, так что мы очень хорошо друг друга нашли. Как мне приятно слышать это. Вот серьезно, вам огромное спасибо, что вы пришли, и, естественно, отдельная благодарность, что собрали столько молодых талантливых ребят. Ну, давайте, наверное, мы представим все-таки наших гостей. У нас сегодня их 4. Во-первых, это руководитель проекта, правильно? Музыкальной премии Боба. Это замечательная девушка, очаровательная, просто талантливейший диджей, насколько я знаю. И сегодня она выступает в роли руководителя проекта Музыкальная премия Боба. Здравствуйте, Дина. Всем привет. Я рада присутствовать в вашей студии. Крутая студия. Спасибо. Так, и это тоже мне приятно слышать, честно. Столько приятностей за целое утро прямо нет. Такого давно не было, кстати, да? Такого давно не было. Ну, привыкай, что у нас все по-новому, новое радио. Друзья, у нас есть еще девушка очаровательная Гюзаль. А у нас сегодня тоже у нас в гостях. Доброе утро, это Гузаль, я очень-очень рада быть здесь. Я впервые узнала, потому как вчера на телеграме у нас в группе написала Дина, что будет новое радио. Я даже спрашивала, как называется радио? Это новое радио или это название такое, чтобы мне можно было там отметить и пригласить это, послушать наших друзей хотя бы онлайн. Это самый часто задаваемый вопрос, да? Новое радио. Это что за новое радио? Просто новое радио или действительно название такое, да? Ну, эта шутка, мне кажется, будет долго еще существовать вместе с нами и с нашим радио. Ну, дай бог, все-таки через какое-то количество времени. Через 20 лет это будет то же самое новое радио. Да. Поколение. Итак, мы продолжаем представлять людей. Давайте. Наверное, ты, скорее всего, не знаешь, как зовут эту очаровательную девушку. Как ты догадалась? Ну, вот я вот просто тут сижу, вижу по твоим глазам и решила все-таки исправить ситуацию. Окей, знакомь нас. Итак, девушку зовут Азиза. Я ее знаю уже достаточно давно, но очень рада, что она сегодня выступает для меня, по крайней мере, в таком интересном амплуа, как исполнитель. Азиза, здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет, доброе утро. Азиза еще очень скромна, чересчур. Для нее микрофон — это что-то новое. Азиза... Нет, кстати. Нет. Азиза, можешь громче, прям вот действительно. Я растеряна, потому что такая студия и столько незнакомых людей. Вот. Действительно. А ведь когда на концерте выступают все свои, там, да, все вот родственники собрались. Я немного очкую, да. Ладно, ну ничего страшного, Азиз, ты главное не очкуй, да. Все будет отлично, тут все свои, это новое радио, на новом только свои. Кстати, народ, скажите-ка мне, пожалуйста, кто из вас тут обладает, наверное, мужским именем? Наверное, человек, который слева от меня, его нужно представить, потому что уж как-то мне, да, среди роз один барбос как-то, ну, да. Ну, ты не мужик, один, давай. теперь тут еще один замечательный человек, тоже финалист конкурса музыкальной премии Боба. Это, я сейчас скажу правильно, Чоршамбе Алуватов, правильно? Тоже финалист, мужчина среди прекрасного женского коллектива. Выговорила, молодец. Это я могу. Здравствуйте, ребят, ну что, рассказывайте, с чем уже покорили все-таки конкурс и чем собираетесь покорить столицу на предстоящей премии? Да, действительно, давайте сначала мы узнаем, что вообще такое музыкальная премия Боба, потому что я слышал о ней, наверное, года 2 назад от Амаль Хафизовой. Она, кстати, финалист и победитель, если не ошибаюсь, да, Мадис группа была. Вот я от нее слышал, но как бы хотел сам поучаствовать, но, знаете, не наградила природа, да, вокальными данными. Поэтому хочу узнать, что это, как это, пусть радиослушатели наши узнают, есть ли еще у них возможность подать заявку или что-то в этом роде. Давайте, рассказывайте. В этом году уже нет, но на следующий год, конечно, есть возможность такая. Музыкальная премия Боба — это проект, направленный на предоставление возможностей для талантливой молодежи, а именно
Проект рассчитан на молодых людей в возрасте от 16 до 28 лет, которые исполняют свои авторские песни, то есть собственного сочинения абсолютно. Как и музыка, так и текста песен должны быть авторскими. Вот. Принять участие могли абсолютно со всех регионов Таджикистана. И, например, в данный момент у нас в 3-м сезоне среди финалистов 2 представителей Сагдийской области, то есть из города Худжанты. Это очень круто. И я такой сейчас просто преисполнен гордости. Да, это мы. Мы принимали заявки, после чего компетентное жюри оценивало, и 11 набравших наиболее большое количество голосов, соответственно, прошли финал. Круто. Вот. Целых 11. Я чувствую финал. Трое из них сегодня в этой студии. Так, это финалисты. Ребятки, ну я просто... Вы победители, все? Вы победители. Все, вы победители. Для меня вы победители. Серьезно. По большому счету, да. Потому что, просто если бы я участвовал, я бы, наверное, даже не попал в заявку, там просто меня бы не стали слушать. Насчет вот музыки, это все авторское должно быть, да? А что по направлениям, что касательно жанров, каких-то есть там ограничения какие-то? Жанры все приветствуются, то есть ограничения только возраст и авторство. Все-таки возраст. Я же говорил... Ну, талант, конечно, не умеешь петь, не суйся даже не пытайся, тут такие просто вау. Да, и у нас среди финалистов представители... таких стилей, как джаз, этнопоп, серьезно? хип-хоп, рэп, даже фолк-рэп, фольклор. Да, у нас в прошлом году победил Кия Кабир, который исполнял шашма-рэп. Шашма-рэп? Это что-то новое для меня. Шашмаком я слышала, а вот шашма-рэп это что-то... Это очень такая интересная коллаборация шашмакома с хип-хопом, рэпом и... В этом году коллаборация уже с фольклором, ну, также рэпа и фольклора. Поэтому это очень-очень крутое произведение. Приходите, послушайте. Ну, вы раз приглашаете, то мы обязательно придем и послушаем. Так, а куда прийти-то? Кохи Суруш, 28 сентября, 17:00. Так, народ, все слышали, все записываем, да, запишите. Обязательно пойдем все вместе, будем смотреть. А за кого болеть предпочтительно? Есть? Болеть за всех. За всех абсолютно, да? Они все просто... А как там, уже там есть, да? Любимчики? Уже все подфасовано, он хочет спросить. И? Все по-честному. Например, лично у меня все 11 любимчиков. Точнее, даже больше, 20, наверное, потому что у нас как дуэты, так и группы участвуют. 11 номинантов, но по количеству людей более даже 20. Это и круто. Они все любимчики. Нет, серьезно. Ну, конечно, все-таки переживаешь за них, да, репетиции все бесконечные, всевозможные и невозможные, и как-то и слезы, и все остальное, и, конечно же, проносится через себя 20 человек, талантливых людей, это творческие личности, крышу, наверное, такой концентрат просто талантов. Окей, значит, брат, да, они забыли про тебя. Ну, сам знаешь, да, когда девчонки собираются, начинается беседа, давай поговорим с тобой. Так, рассказывай, ты в каком у нас жанре, что к чему, да как? Я пою как бы национальные песни, народные песни. Шашма-рэп поешь? Не, я фолк-рэп пою. Фолк-рэп. Слушайте, шашма-рэп, фолк-рэп. Чего я еще не знаю в этом мире? В конкурсе не буду фолк-рэп петь, но я буду петь такое, как бы в стиле фьюжн. Фьюжн — это совмещение, как бы, там несколько стилей. Спасибо тебе большое, что не пришлось задавать этот вопрос. Отлично, супер. А что ты будешь совмещать? Я буду совмещать там национальные песни. Так. С современными биты, как бы. Так, а можешь продемонстрировать там? Чисто просто вот акапельно. Интересно просто, как это звучит. Но это как бы без музыки это не звучит. Абсолютно не звучит? Нет. Даже по мотивам? Не демонстрируй, пусть приходят. И это, да, это нельзя. Вот нельзя. Сразу видно, там менеджер. Да, сразу видно, профи. Просто вот профи, она знает, как работать. Окей, вот Азиза. Азиза скучает у нас. А расскажи, с какой композицией ты будешь выступать в этот раз? Вы уже слышали эту песню. Это было в 2015 году в Cotton Club. Я выступала с этой песней, если вы помните. Я помню, я просто не помню эта песня, слова. Песня называется «Солнце». Вот. Я не буду ее сейчас исполнять. Это песня на финал уже? То есть, да. то есть ты будешь ее исполнять на финале, а сегодня ты что-то другое приготовила? Ну, да. Здорово. А почему ты решила именно с этой песней пойти на финал? Я, если честно, не знала никаких вот этих правил. Я просто отправила свою песню как пробник, вот, и думала, что на финале я могу выступить уже с другой песней. Но мне сказали, что раз уж ты отправила нам
пробник, да, то тащи уже весь флакон, как говорится. Ну да, то ты уж должна выступить с этой песней. Ну, и все. То есть, получается, сама пишешь стихи? Да, и стихи, музыку, и песни, стихи. Да. Сложно ли это писать стихи? Да нет, это как зависит от вдохновения, как навеет, и все. И что Я не же- считаю, что это сложно. И Для что меня же это вдохновляет тебя? наверное, депрессия. Крутая мотивация. Да, поэтому я свою депрессию обожаю, когда она меня Ну, начинает знаешь, я окутывать. никогда не понимал творческих людей, серьезно. Сейчас я еще в большем тупике. Знакомьтесь, финалист музыкальной Не премии думаю, «Боб». что можно обобщать творческих людей или что источником вдохновения является только одно какое-то состояние. Есть, конечно, еще и другие. А вот у тебя какое состояние это? Я могу от радости столько всего написать. От радости, не от депрессии. Да, Слава вот, богу. например- Давай поговорим с тобой. Например, моя песня направление джаз. Вот, я ее писала просто... То есть, кстати, она была совершенно без музыки, я отправила только акапель, да? Так? Да, акапелла. Акапеллу, вот. И было очень весело и очень... интересно, когда мы составляли в Бактере мне предоставили, то есть помогли найти Бактер Music, да? Вот команду Бактер Music, ребята, с которыми мы стали делать в течение вот уже почти месяца аранжировку. Это было очень много чего интересного и нового. Вот. Она, например, очень озорная песня, очень интересная. Даже если я прошу там какой-то любви, но не о том, что я умру без нее, а просто давай просто попробуем. Давай А на каком не языке, вот мне получится, ну и интересно ладно, просто, да? на каком языке вы пишете свои песни? Это на английском. На Да, английском. на То есть вы в финале тоже будете с песней на английском? Да, с песней на английском. Окей, сейчас вот прям вот моя больная сторона, английский язык, да? И пение тоже, кстати, я сегодня слышала с утра эти... Да, я сейчас собираю у вас информацию, да, что-то у вас слишком много больных сторон. Да, действительно. Ну, понимаешь, значит, природа такова, да, она вот тебя наделяет одним чем-то, вот нас с Миленой она наделила только одним. Мы неплохо разбираемся в технике. И все. Вот теперь к тебе вопрос. Чем ты вдохновляешься? Мы поняли. Радость, депрессия. Так, чем завершим у эту меня логическую совсем цепочку? по-другому. Так, что у тебя там? Когда у меня как бы нету вдохновения, чтобы там написать каждый раз песни. Я не пишу песни, когда... Не, например, я напишу песни, когда вот надо, да. Мне надо написать, Мне я надо напишу. там что-то для конкурса или для что-то. Я вот сижу, и уже у меня как бы И приходит... пошло-поехало, да? И вдохновение идет, да? Да, а так я как сижу и думаю, может, что написать, а что-то не получится никак. Ну а так получается вообще постоянно? Постоянно нет. Постоянно нет, да? Ну, Говорю же, когда мне что-то... Надо. Да, надо, вот потом уже... Да. Цель, да. слушайте, ребят, из вас будет очень крутая сложно. группа. Ну, серьезно. Вы не Потому думали, что мы чтобы все такие объединиться? разные, Да, да? вы все такие разные. Депрессия, радость и надо. Надо. Всё, Надо, надо. Вася, надо. То есть, когда будет какой-то конкурс, да, человек будет радоваться, человек будет в депрессии, а это такой, надо, пишем, все, тамом. С меня музыка, с тебя текст, Ты куплет грусти, про ты радость. да. веселись. Слушайте, а вот есть какая-то особая фишка в написании песен? Потому что, вот, честно, я пытался. Я пробовал написать хоть какую-то песню, ну, по молодости, так сказать, но ничего не получалось. В чем секрет вообще? Есть какой-то секрет определенный или это само просто? Мне кажется, если был бы какой-то конкретный секрет, то все бы люди этим пользовались. То есть это чисто вот... само собой. Если это есть, это есть. Если этого нет, этого нет. Это зависит от того, насколько ты веришь в себя. Например, даже я сейчас, когда пытаюсь писать песни, я такая, да ничего не получится, да там Тейлор Свифт, она пишет, конечно, круче, чем я. И начинаешь сравнивать себя со всеми, включается это у тебя в голове, и ты ничего таки не напишешь. Или можно просто попробовать, а потом уже поправлять со временем. Слушай, интересно. Милен, давай попробуем написать какую-нибудь песню. Ну, давай не сегодня, потому что все-таки у нас в студии сидят финалисты Ну, это музыкальной естественно. премии Боба. Это люди, которые прошли свой собственный путь, прошли его легко или тяжело, мы узнаем об этом, а главное, попали в финал все-таки. Это тут не шуточки, уже третий год подряд проходит премия. Действительно, слушайте, ребят, а вы сегодня что-то приготовили? Что-нибудь? Нас попросили, поэтому пришлось приготовить. То есть, понимаешь, да? Ты понимаешь, Дина заставила, да? нас попросили, пришлось. Нет, шучу. Да, С удовольствием такое крутое радио, такая студия, такая атмосфера. Естественно, хочется что-то здесь оставить и забрать с собой на память. Своим простывшим голосом. Можно... Ой, начинается, у меня простой Вот этот кабель можно забрать, да. И оставить что-то покруче, естественно, да. Итак, кто из вас первый начнет?
Я? Ну, Шамбе попросила. Действительно. Так, это голос Азизы. Да, это Азиза у нас так вот ровка. Ну, попросили ее. А как еще, да, попросили? Ну, давай. Подожди, так. Останься. Да. Хорошо. Погнали оставаться. Останься, ведь без тебя я не смогу, теряйся. Я все равно тебя найду, влюбляйся. И будь счастливее меня, улыбайся. Ведь жизнь моя, она твоя, ты просто будь. Ты просто будь. Ты просто будь со мной. Останься, ну хочешь, я сама уйду, исчезну и заберу твою беду на утро. Ты позабудешь обо всем, а ночью увидишь яркую звезду. Это я. Это я. Это я. С тобой. Я Прослезился? Расчувствовался, как говорится, да, даже вот, как бы, да, слова уже не выговариваю. Так, Азиза, оставайся. Если честно, я взяла слишком высоко, но ладно. Вот, если честно, вот никто не понял. Да, кстати. Мне очень понравилось, все было очень круто, все шикарно. Вот песня это твоя личная, да, я так понял? Да. Ну, условие конкурса, чтобы песня была авторская. Как тебе сказать, просто слова такие вот, знаешь, ну, про... Слишком личное, да. Да, вот как бы я вот даже вот, давай, короче, говори. Итак, это у нас была Азиза и финалистка музыкальной премии Боба. Следующий, определились, кто из вас будет исполнять? Да. Ну, конечно. Мы уже решили, так как я буду исполнять свою песню без... Это не моя песня, это индийская песня. Я увлекаюсь с детства индийскими песнями. Вот, училась петь тоже на них, на слух. Вот. Мы решили, потому что я без инструмента будет так гармоничнее. Он будет потом после меня Чошан без инструмента. Все, меня хорошо слышно, да? Отлично, слышно, просто шикарно. Давай, где? Ладно. Вы можете мне помочь щелчками, пожалуйста? Да. Так? Спасибо. Ритм правильный? Да. Бано ре бано мере чале сасурал ко आँखियों में पानी ले गई दुआ में मीठी गुरधानी ले गई हाय बनो रे बनो मेरे चले ससुराल को आँखियों में पानी ले गई दुआ में मीठी गुरधानी ले गई. Все, спасибо. Вот такие вот аплодисменты. Круто. Вот, просто, когда она пела, мне почему-то хотелось верить, что сейчас просто ворвутся вот эти вот девчонки, индийские пацаны, и начнут танцевать, и начнется карнавал. Ну и кто у нас распевается? Конечно. Это еще один финалист музыкальной премии Боба Чоршанбе, и он исполняет у нас фьюжн. Пожалуйста, просим. Я сейчас не буду исполнять фьюжн, потому что у меня только национальный рубаб. Я буду исполнять национальный, да? Да, национальный. Все, давай, нам и национальный тоже нравится. غیر از تو نیست در دلم ارمان دیگری لالی لبت نباد چو قند است و شکری
بهر تو کبابم شاید که بنگری چندی کنم تعریف چشمانته چندی کنم تعریف چشمانته بوسه زنم از لب و دندانته بوسه زنم از لب و دندانته یار تو برم شان از بازار بخر یار تو برم شان از بازار بخر شانه زنم زلفی پریشانته شانه زنم زلفی پریشانته یار تو برم اسبک چالاک بخر یار تو برم اسبک چالاک بخر سوار شوم قشلاق پایانته سوار شوم قشلاق پایانته چندی کنم تعریف چشمانته بوسه زنم از لب و دندانته بوسه زنم از لب و دندانته Аплодисменты, это очень круто, это очень сильно, это очень мощно, я бы даже сказал, да. Ну, ребят, вы действительно таланты. Вот, честно, для меня вы все уже победители. Если меня кто-то спросит, кто победил на премии Боба, я скажу все. Все вот эти 11, да, участников, коллективов, вот все, кто был, это победители, серьезно. Вот я, наверное, давно так не кайфовал, не побоюсь этого слова в эфире, от живого звука, как вот сейчас кайфую. Серьезно, приятно, что это делает наша молодежь, и вот приятно, что они все-таки двигаются в правильном направлении, радуют и нас, и, в принципе, всех своих слушателей, родителей, болельщиков, поклонников своими талантами и своими исполнениями. Дай Бог вам победы каждому на предстоящей музыкальной премии, и чтобы каждый из вас смог гордиться собой, своим талантом. Все у вас получится, ребята. И вот, честно говоря, я сейчас более чем спокоен за отечественный шоу-биз. Есть, подрастает есть народ, хорошая да, есть замена. Люди. А то что, да, только европейский, что ли, шоу-биз, западный, наши тоже, смотри, какие, все, я прям уверен, ребятки, вы добьетесь просто умопомрачительных высот, главное, не бросайте. Да, главное, не останавливайтесь, совершенствуйтесь. Потому что у вас действительно крутой, обалденный дар, вы умеете задевать именно голосом, именно словами, и это мало кому дается. Вот реально, вам мой низкий поклон. Вот прям челом бью, как говорится. Давай сейчас поговорим с менеджером, да? Конечно. Я думаю, менеджеру есть что сказать нам. Я хочу рассказать вам о составе жюри, который входит в первый и второй отборочные туры. В первом отборочном туре у нас в состав жюри вошли Икбол Кибеков, Джасур Халилов, Кирилл Кузьмин, Дженнифер Химстер, Бихруз Зиваров и Зафар Абдуалимов. Второй состав жюри немного откорректировался. Но, в принципе, также у нас некоторые участники входят и во второй состав, но дополняют еще дополнительно М1, Джонибек Муродов, и все. И остальные все те же, кто и в первом составе. Очень круто, откорректировался. Угу. Добавился, расширился. Ну, ничего. А жюри как оно строго вообще в плане... Мы просто стараемся сделать состав жюри очень разнообразным в плане музыкальных стилей, чтобы каждому из участников было уделено внимание. То есть, если бы, например, в составе жюри сидели все представители рэп-индустрии, наверное, выбились в финал. Только рэперы. Победили бы, да. Это было бы круто. Это, кстати, классно, да. Это было бы круто. Хороший подход. Рэпер класс. Музыку, и рэп, и поп, так скажем, движение, джаз. От джаза у нас Джасур Халилов? Джасур Халилов — это джаз, да? Группа Авеста, да. Круто. А Джонибек Муродов у нас поп, да, наверное? Ну да. А Бихруз Зиваров? Бихруз Зиваров тоже поп. Скажите, пожалуйста, действительно, вот насколько строгое жюри в данном конкурсе? Но есть определенные критерии, которым они руководствуются при выставлении оценок. Строгое.
Надо с ним побеседовать. Поговорить на эту тему. А то что-то пару любимчиков не прошли в финал, да? Ну, такое тоже бывает. Кто вам помогает в организации этого всего мероприятия? Вот, без кого бы не было этого проекта в этом году. Конечно, в первую очередь без культурного центра «Бактрия». Ну, это само собой, да? Ну, так, как говорится. Как организаторы. Главным донором проекта является швейцарский офис по развитию и сотрудничеству в Таджикистане. Партнерами проекта являются посольство Германии в Душанбе, ЮНИСЕФ Таджикистан, отель «Сирена» и музыкальный партнер — это студия звукозаписи King Records. Вот, они записывают нам все песенки финалистов, которые мы выпустим на альбоме. То есть у нас будет альбом. Концерту, да, это уже такая традиция. 2-й год подряд мы выпускаем музыкальный альбом с песнями финалистов. Вот. Информационные партнеры — телевидение Софина и медиахолдинг Азия Плюс. Круто. Слушайте, а вот у меня вопрос. Вот премия Боба, да, премия Боба. Это не тот ли Боб Марли или это совсем другой Боб? Почему Боб? Премия названа в честь Боба Леверингтона, который являлся частью сообщества доноров иностранных в Таджикистане. Он всячески помогал молодым музыкантам, которые только, так сказать, начинали свой путь, всячески поддерживал их. К сожалению, Боба не стало, и его коллеги в память о его деятельности в 2016 году создали этот проект. А еще, кстати, я знаю, что она у нас, да, менеджер, не только менеджер, еще и диджей. Да, я уже об этом говорила в начале эфира. Она замечательный диджей. Это, наверное, первый из диджеев девушек, которые я видела в Душанбе, потому что... Серьезно? Ну, как бы, да. А вот да. Псевдоним Миллер, да? Нет, это моя фамилия. А, это фамилия Миллер. Друзья, товарищи, ваши пожелания всем радиослушателям. Во-первых, я хочу поблагодарить Бактрию и вообще всех организаторов за то, что у нас есть такая возможность выступать на радио в прямом эфире. Также хочу пожелать всем нашим участникам, которые, надеюсь, нас слушают, если не спят, удачи, успехов. Ну, кто-то из нас выиграет, кто-то нет, но из-за этого наши отношения испортятся, надеюсь. Вот. Также хочу передать привет своей подруге Манзуре, которая, я уверена, что меня слушает, и всем своим друзьям, которые тоже меня слушают. Вот. Отлично. Азиза? В первую очередь тоже хочу поблагодарить Бактрию за такую возможность замечательную, Тахмину Рамазанову за ее мастер-классы, которые очень нам помогли. Ну, по крайней мере, мне они помогли. И удачи всем нам, финалистам. Очень болею особенно за Гузаль. Да. Потому что кто-то из них победит, а остальные нет, да? Не, почему? Просто за всех болею, но так как с Гузаль я сдружилась очень за это короткое время. Вот. Так что моя поддержка. Все, ништяк. Да. Респект в эту сторону направляется. Я тоже в первую очередь благодарю Бактрию за такой проект крутой, что мы там можем себя как бы реализовать. Да, чтобы все узнали о нас. И желаю всем участникам удачи, чтобы все победили. Чтобы все победили. Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно, потому что участвую я, как бы, да. Всем слушателям хочу сказать, что всегда слушали новое радио. Спасибо, наш человек. Супер. Я потом тебе еще соточку накину. Ну, всем удачи. Отлично. Спасибо. Ну и, естественно, я не могу обделить вниманием и словом этого замечательного просто человека с большой буквы, Амаль Ханум. Ребята, я все-таки от вашего имени хотела бы поблагодарить Дину Миллер. Она бедная начальница. А давайте ей поаплодируем. Менеджер. Она столько тратит времени на вас, на ваш концерт, она ночами не спит, я свидетель. Она день и ночь над этим проектом. Кстати, она 2-й год является менеджером этого проекта и очень успешно проводим. Круто. Это такое лирическое отступление. В конце я, конечно же, хочу поблагодарить еще раз Новое радио, Умеда, мою любимую Милену, спасибо вам большое, спасибо всему вашему коллективу, которые сделали сегодняшнюю передачу. И, конечно же, всех радиослушателей мы приглашаем на наш концерт. Приходите, будет очень интересно. Спасибо вам большое, друзья, за то, что вы к нам пришли сегодня, и спасибо большое, то, что уделили время и показали свои таланты на то, что вы способны. Вам удачи, и дай бог
каждый из вас может победить. И крепких голосовых связок. Это было нечто, что-то сегодня зашкаливающее за пределы разумного. Мне очень понравился сегодняшний эфир, честно, Милена. Ребята очень крутые, еще я не устану это повторять. Амаль Ханум, вам спасибо огромное за то, что поддерживаете такие таланты. И, естественно, уважаемые наши радиослушатели, как я вас обожаю. Всем хорошего настроения, да, не отходим от волны 95,5, значит, нового радио в Душанбе, 99,5 в Худжанде, соответственно, потому что дальше круче, дальше больше, дальше еще веселее. Новое радио. Все только начинается.